Уважаемые слушатели, в этой лекции мы поговорим с вами о заключительном шестом шаге проведения гендерного анализа, который касается выработки рекомендаций и заключений по достижению гендерного равенства. Главный источник информации на этом шаге – это результаты, полученные в предыдущих шагах гендерного анализа. По итогам проведенного анализа составляется перечень необходимых действий по корректировке стратегических программных документов, а именно пути учета гендерного аспекта в стратегических и программных документах, бюджетных программах и соответствующие характеристики для включения в нее равного учета прав и потребностей женщин, в том числе и социально уязвимых категорий. Доработка мероприятий, программных документов, способов их реализации с целью учета гендерных особенностей. Необходимость получения дополнительной информации путем проведения опросов благополучателей, экономических и финансовых расчетов и многих других. Изменение объемов и источников обеспечения ресурсов для реализации гендерных задач и мероприятий, а также разработка либо же уточнение мероприятий по дальнейшему внедрению и применению гендерного подхода в бюджетном процессе. Кроме того, на этом этапе нам необходимо обратить внимание на меры по уменьшению гендерных разрывов, устранению гендерной дискриминации и обеспечению потребностей, удовлетворению интересов целевых групп, таких как женщины, мужчины разных возрастов и социального класса. Совершенствование процесса сбора и обработки данных, внедрение новых или же пересмотр существующих форм статистической и ведомственной отчетности. При проведении анализа государственные служащие должны ответить на следующие вопросы, такие как: какие главные проявления гендерного неравенства необходимо устранить? Какие главные цели по гендерному равенству следует включить в соответствующие стратегические и программные документы? Какие изменения необходимо внести в меры, чтобы достичь цели гендерного равенства и лучше удовлетворить потребности и интересы женщин и мужчин, девочек и мальчиков, и также социально уязвимых групп населения? Какие возможности существуют для широкого участия женщин и мужчин в процессе усовершенствования гендерного планирования и реализации стратегических программ? Для отслеживания реализации бюджетных программ и получения актуальной информации рекомендуется проводить мониторинг на систематической основе. Этот мониторинг необходим для принятия управленческих решений. Участников бюджетного процесса рекомендуется осуществлять в пределах своих полномочий мониторинг гендерно-чувствительных бюджетных показателей с точки зрения уменьшения гендерных разрывов и устранения гендерной дискриминации, а также обеспечения потребностей целевой группы. Данные, полученные в процессе мониторинга, учитываются при проведении гендерного анализа бюджетных программ в дальнейшем.